Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваше внимание, за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Важные срочные новости, о чем спешит рассказать вам Песок. Если тема вам интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите, о чем важном и срочном спешит рассказать мне Песок. И давайте будем смотреть. Я надеюсь, вы все уже настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы вводят моими руками. Пусть откроют то, что сейчас скрыто. Слышать и узнать. Так, эмоции пошли, эмоции через край. Слишком много эмоций, мои хорошие. Нужно немножечко себя успокаивать и нужно брать себя в руки. Понимаете, истерикой, слезами, обидами ведь ничего не решишь. Когда мы слишком сильно эмоционируем, мы очень много энергетики тратим впустую. Потеря энергетики всегда, вот прям 100% ведет к тому, что мы ослабеваем свою иммунную систему. Отсюда у нас всякие проблемы со здоровьем. И человек вроде сидит и думает: боже, ну я же все правильно делаю, да, никаких там за мной грехов не водится. Почему я там простуду схватил, либо там аллергия у меня пошла, либо еще какая-нибудь хворь приключилась. А все от того, что вы очень сильно тратитесь. И просто не хватает энергии вашему организму для того, чтобы полноценно функционировать. Поэтому, мои милые, берем себя в ручки, находим путем изысканий и экспериментов такие способы и методы, чтобы научиться успокаиваться. Успокаиваться моментально, обретать вот этот баланс, тонкий баланс и мир в душе. Это очень важно. Очень. Я заметила по своим отсыпкам, даже вот в этой вижу, очень много людей талантливых, людей способных, с прекрасным будущим. Но не могут люди совладать с собой, со своим нервным психотипом, чтобы в это будущее вступить. Вот поверьте, вот прям до слез обидно, когда я это вижу. Я понимаю, что вам нелегко, я понимаю, что у вас очень много проблем. И вы достойные люди, достойные хорошей жизни, хорошей, действительно полноценной жизни. Но сами себе как будто бы перекрываете дороги. Зачем вы это делаете? Вот понимаете, есть люди, которые это делают специально для вас, а вы еще им помогаете, да, добавляете себе еще какие-нибудь стеночки, выстраиваете. Мои хорошие, пора что-то менять с собой, вернее в себе, и нужно работать над собой обязательно. Смотрите, о чем важном говорит Песок. Песок говорит: возьми себя в руки, успокойся, успокойся, не надо нервничать, не надо агрессировать, не надо наоборот там падать духом. Ну нельзя этого делать. Вы сейчас должны быть бодрячком, таким молодцом, человеком, который видит цели и не видит препятствий. Это очень важно, быть в таком настроении. Впереди вас ждут интересные события. Эти события потребуют от вас вот всех ваших ресурсов: ума, интуиции, способности, резкости, дерзкости. Понимаете? Вот это нужно в себе сейчас проращивать. Желание, энергию, желание жить, желание добиваться, быть таким, знаете, победителем. Не последним в очереди, а первым, самым прям первым, от слова совсем первым. Вот на это себя настраивайте, пожалуйста. Не надо никого винить. Не надо винить людей, которые делают вам гадости. Не надо винить людей, которые являются такими, знаете, триггерами, раздражителями. А лучше подумайте о том, что благодаря этим людям на самом деле вы становитесь сильнее. Благодаря этим людям вы получаете дополнительный опыт. Те, кто вас обижают, те, кто с вами плохо поступают, вот поверьте, очень плохо и закончат. И это будет не бумеранг, а это будет справедливость в чистом виде.
Когда человек начинает быковать и делать всякие гадости, он ведь понимает, что он делает. И неважно, по какой причине он это делает. Это мы отпускаем. Мы говорим о уровне сознательности. То есть человек понимает, что так делать нельзя. Нельзя так поступать со своим ближним. Но вот я с собой ничего поделать не могу, я это делаю. Это самое страшное. Самое страшное вот делать специально. Специально. Если случайно обидел человека, ты можешь всегда извиниться, раскаяться, все. Это тут все сразу смывается, очищается. А если ты делаешь целенаправленно, специально, чтобы, знаете, с наибольшими там потерями, чтобы там зацепить побольнее, укусить побольнее, вот там, поверьте, там всегда медный тазик приходит. Всегда. Может быть, немножко позже, но приходит. Причем, когда он приходит, там уже не спрятаться и не скрыться. Вот. Справедливость будет. Я вижу, что будет. Здесь мужчина у меня какой-то вышел непонятный, непонятно, что ему надо. Постоянно какая-то агрессия, постоянно какое-то вот ковыряние, какие-то придирки. И вообще сам жутко аморальная личность на самом деле. А вот он дождется. Он дождется. Вы это все будете видеть. Конечно, вижу, что будете пытаться помочь, но понимаете, вовремя себя остановите. Вспоминайте, что он делал вам, и понимаете, что это ему справедливая расплата. Если эта расплата к нему не придет, он никогда не поменяется. А через эту расплату у него будет прекрасный шанс раскаяться, очиститься и, грубо говоря, переродиться. Переродиться к новой жизни. Так, еще могут поступать несправедливо люди с вами. Особенно люди, вот, которым вы доверяли, на которых вы надеялись. Но либо будут вам отказывать, либо уже отказывают, да, там, в помощи, какой-то вот там поддержке, либо, знаете как, ну вообще там неожиданно повернуться спиной. Вот всегда все хорошо было, да, и что-то случилось, и не опа такие спиной. Он и свои дела, он и своя семья, что-то мы там помогать себе будем. Пусть так и поступают, да. Скажите им спасибо. Спасибо за то, что показали свою истинную суть. А? Сколько долго они притворялись. Вот к вам помощь придет от человека, от которого вы меньше всего ждете. А вообще не ждете. Вообще даже не думайте, что этот человек вам будет помогать. А он придет и поможет. Он придет и сделает. Даже просить не надо. Сам придет и скажет, вот я знаю, тебе нужна помощь. Я пришел, либо пришла, чтобы тебе помочь. И человек вам поможет. Поможет, как сможет. Да? Вот все, что сможет, он все сделает. Вот об этом человеке, вот у вас либо какое-то неправильное вот мнение сложилось, либо, в принципе, да, мнение отсутствует, потому что этот человек от вас как-то далеко находится. А тут, смотрите как, да, человечек идет, и человечек делает, человечек помогает, вот чем может, как может, себя не жалеет. Вот так будет вам помогать. Так что, мои хорошие, помощь вам придет оттуда, откуда совсем не ждете. Так, семейный вопрос у кого-то очень важный, прям мир трясется, да, расшатался мир. Ваш семейный вопрос решится. Решится он как-то вот спонтанно, легко. Да, и вы потом подумаете, что так можно было, да, так просто все решилось, там такое все нагнеталось, непонятно, что происходило, гром и молния, и тут в один момент раз все сидят спокойно и довольны, и все договорились, никаких проблем не происходит. А когда такая ситуация произойдет, я хочу, чтобы вы знали, что на вашей семье был очень серьезный негатив. Негатив этот называется сглаз. Вашу семью поглазили, а поглазил человек, который совсем рядом с вами живет. Живет и прям ненавидит весь мир. Человек нездоровый, психические какие-то расстройства присутствуют, агрессия в этом человеке присутствует. И у этого человека врожденный тяжелый глаз. Такие состояния, они часто встречаются. Да, от этого никуда не денешься. Человек, в принципе, может быть сам по себе и неплохой, но вот этот врожденный тяжелый глаз – это прямое вот наследие вот таких, знаете, страшных черных колдунов, которые вот раньше там творили, да, всякое неблаговерное, да, не буду говорить плохие слова. Поэтому, мои хорошие, это вот как расплата идет. Этот человек сам себя тоже и глазит, и жизнь у таких людей достаточно беспокойная. И нелегко, да, с этим жить. Многие об этом не знают, многие
даже и не догадываются, что являются обладателем тяжелого глаза. И таких людей очень сложно определить. Вроде как человек там нормальный, да, приветливый, а тут вроде поговорили, да, мило, добро поговорили, вы идете, какие-то неприятности происходят. Но это не ваш случай. В вашем случае вот человек сам по себе даже неприятный. Человек не молодой, уже возраст, уже, знаете, какие-то старческие изменения пошли, и дальше будет только лишь хуже. Здесь явно вот именно вот этот тяжелый глаз был на вашей семье. От этого у вас были ссоры, от этого был вот этот дискомфорт, от этого были эти бури, да, семейные и прочие катаклизмы. Это все потому, что поглазили. Одно благо, что глаз он не держится вечно. Понимаете? Он начинает вот потихоньку уходить, сходить и сойдет. Возможно, вы проводите чистки, возможно, вы кому-то обращались, какие-то проводили магические действия. Они работают и вам помогают. Возможно, вы мои советы слушаете. Может быть, вы молитву себе написали, защитили себя, своих близких, свой дом. И вот, пожалуйста, сработает. То есть здесь как-то вот прям одномоментно обрубается. Дальше, мои хорошие, здесь вот смотрите, мужчина влюбленный вышел с левой стороны. У вас к этому человеку как-то доверия нет. Это может быть как новый мужчина, так уже и ваш мужчина. Может быть, там себя не очень активно проявил, либо проявил с минусом, да, что-то где-то он проштрафился, возможно, где-то там слукавил. Человек будет пытаться добиться. Смотрите, вы видите, стоит на одном колене с вот этой чашей огромной любви, да, либо с букетом, будет пытаться проявляться, будет пытаться за вами ухаживать, как все, на что способен, все вам покажет. То есть будет искать вашего внимания, вашего прощения, желания опять восстановиться с вами в отношениях. Идет по левой стороне. Почему? Ну, потому что он не до конца все равно будет с вами честен. Играет ли он с вами? Нет, не играет. Он просто такой человек. Он человек, который привык, что ли, да, приспосабливаться. Для него обман и ложь — это не что-то там коварное, злобное, а это способ жить, выживать, да, приспосабливаться. Вот он такой и есть человек. Возможно, там в семье это было заведено, когда все люди там друг другу привирали, скрывали, да, там выкручивались. Возможно, он в коллективе таком находился долгое время. То есть это такая форма адаптации к условиям. Вот он так привык. Поэтому, желая быть с вами вместе, он ведет себя таким вот образом. Поэтому в левой стороне он вышел. То есть, если вы хотите простить, принять, понимайте, что человек все-таки не до конца поменялся. Это будет тяжелый труд для этого человека, да, чтобы поменяться. Как он поменяется? Благодаря вам. Если он будет видеть с вашей стороны открытость, честность, прямодушие, конечно же, он будет постепенно, да, под вас подстраиваться и перенимать именно ваше поведение. Вот. Пока еще не до конца он очистился, но тем не менее будет стараться, потому что вы важны, вы нужны, а куда он без вас денется? Никуда. Кому он нужен? Никому. За вас он держится, как, я не знаю, там, за волшебную палочку, да, потому что вы для него действительно волшебная женщина. Так, еще важного. Песочек говорит, что у вас скоро будет какое-то мероприятие. Мероприятие, куда вас будут приглашать, где вас будут звать, где вы будете чувствовать себя хорошо, где вы повеселитесь. То есть здесь вот именно идет релакс, отдых, расслабление, хорошее настроение, вкусная еда, со всеми вытекающими. Значит, обязательно идите, пропускать нельзя. Вы получите огромное удовольствие, вам нужны вот эти положительные энергетики, без них никуда. Считайте, что вы, не знаю, выпили какой-нибудь там препарат, да, который дает хорошее здоровье. Обязательно посещайте, неважно, есть что одеть, нечего одеть, хорошо вы знаете этих людей, плохо вы знаете этих людей, все равно идите. Вам нужно это тепло человеческое, вам нужен этот живой контакт, вам нужно почувствовать, что вы живете, что все хорошо, что есть хорошие, добрые люди, которые умеют радоваться, умеют там, не знаю, песни петь, танцевать, да, такие вот миролюбивые люди. Вам обязательно нужно будет посидеть. Ни в коем случае не отказывайтесь. Почему нельзя отказываться? Потому что у девушки, у которой нет пары, вот именно благодаря этой встрече, либо на этой встрече, либо благодаря этой встрече открывается путь на любовь.
Либо знакомство произойдет, либо, может быть, какая-нибудь девушка скажет: ой, а у меня там родственник есть, а хочешь, я тебя познакомлю. Знаете, вот как что-то завяжется, да, что-то может вот прям благодаря кому-то, либо чему-то вот наладится личная жизнь. Это замечательно. Дальше, мои хорошие, у вас здесь крестик выходит. Крестик — это у нас всегда судьба. Вот у вас судьба какой-то путь совершить, какую-то дорогу. А у кого-то это будет долгий путь, то есть длительная поездка, у кого-то это будет короткая поездка, но как будто бы в эту поездку у вас решится судьба. Либо вы для себя откроете свою цель, свою миссию, свое предназначение. Важный путь, и вам туда идти, вас туда вот прямо и сама судьба вытолкнет. Поэтому знайте, что у вас буквально, может быть, там в этом месяце, в начале следующего месяца, вот полностью решится ваша судьба, где будет все четко, понятно, кто я, что я, куда идти, чем заниматься, куда двигаться. Вот прям откроется ваш жизненный путь. Это замечательно. Дальше, мои хорошие, идет исполнение желания. Желание, причем такое достаточно серьезное. Вы давно хотели, вы давно надеялись, вы просили высшие силы, чтобы это желание ваше исполнилось. Вот будет прекрасная возможность, чтобы все у вас исполнилось. При содействии каких-то людей, либо при помощи этих людей, либо при подсказке этих людей, ваше желание будет исполнено. Это не самое-самое заветное, но это серьезное желание, вот прям одно из, назовем так. Вот, обязательно исполнится. Об этом говорит вам песок. Еще песок говорит о том, что есть человек, который против вас что-то замышляет. Скорее всего, это связано с работой, может быть, даже какие-то там конкуренты, да, если у вас бизнес, если у вас как коллега, может быть, да, который против вас настроен, начальник может тоже быть против вас настроен. Здесь именно страх вас как профессионала. То есть человек понимает, что я не выдерживаю никакой конкуренции. И если нас вдвоем поставить, это будет как ночь и день. Да? Всем все станет ясно. И вот вместо того, чтобы к вам подтягиваться, вместо того, чтобы становиться более профессиональным, более там умелым, какое-то мастерство, да, накапливать, человек выбирает самый легкий путь. Путь зависти, путь ненависти. И говорит: ага. То есть, если моего конкурента не будет, ну что ж, никто и не заметит, что я дурак, да, что у меня там руки не с того места растут. Пока это планы, пока это замыслы. Почему человек об этом думает? Вас человек недооценивает. Вот ему кажется, что вы уж слишком там как одуванчик, да, то есть такой миролюбивый человек, что вы никогда за себя постоять не сможете, что можно там вас, извините, какахами закидать, а вы ничего и не скажете. И этот человек очень сильно заблуждается. Да, вы хороший человек, вы миролюбивый человек, но у вас тоже есть лимит терпения. И если этот лимит будет исчерпан, ну, я думаю, что пополам человечка этого вы переломаете. Причем кто-то переломает вот прям, знаете, вот каким-то действием, а кто-то своим профессионализмом. Такой высший класс покажете, что человек просто обалдеет, рот откроет и скажет: блин, куда я лезу? Боже мой, куда я лезу? Это невозможно, это просто шедевр. За такими профессионалами мне никогда не угнаться. То есть у вас еще вот идет ситуация, что вы утрете нос этому человеку. То есть своего конкурента вот действительно там в узелок завяжете, да? И правильно сделаете. Но нечего завидовать, нужно работать, нужно стараться, нужно расти. Только в таком порядке. Вот это правильно. А завидовать, там, пытаться какие-то махинации, манипуляции проводить, но это ж не по-человечески. Так делать нельзя, и вообще лучше от этого отказываться. Так, то же самое может касаться соперницами. То есть я не вижу, чтобы у вас были какие-то конкретные соперницы. В честном бою, вот если в честном сравнении, да, в честном сравнении, конкурентов быть не может. Соперниц быть не может. А в чем вы проигрываете? В том, что вы очень часто, ну, практически постоянно людям даете второй, третий, 10-й шанс. Вам
вам есть что сказать, но вы молчите. Вам есть чем и как бороться, но вы этого не делаете до поры до времени. Только лишь когда вас там уже загоняют и давят, тогда вы, вы встаете в полный рост и показываете, кто вы есть. А до поры до времени вы, ну вот есть за вами такой минус, да, что вы терпеливый человек. Вы многое выносите, многие обиды принимаете на себя. Гуманный вы человек очень сильно. А те, кто окружают, ну, зачастую этим пользуются. Здесь я даже не знаю, что по этому поводу сказать. Песок мне не оставил подсказку. Но это как бы и минус, да, с другой стороны, это ваша сильная сторона. За это вас очень любят высшие силы. Вы не кичитесь, вы там не хлопаете громко в ладоши, не бьете себя кулаком в грудь, вы этого не делаете. Вы глубоко порядочный человек. А то, что вот эти вот злопыхатели вокруг вас хороводы водят, ну, так бывает, так бывает. Если бы вы были слабым человеком, никчемным, ну разве они бы у вас были? Нет, конечно. Но это как еще, знаете, признание вас, что вы вот человек видный, да, поэтому и завидуют. Так, еще о чем говорит песок. Важно понимать, что идет информация, либо это письмо, либо какое-то извещение, какой-то документик вам идет. Причем идет он либо очень долго, либо издалека откуда-то идет. Вот по поводу этого документика будет много эмоций. Какого характера песок не оставил подсказку, лишь только одно я могу сказать. Этот документик, это не все. Это не все, потому что информация еще будет поступать. После этого документа еще, возможно, документы будут приходить. То есть еще какие-то документы вы будете либо справки, либо письма получать. И вот полную информацию, она будет потом. Сейчас это как первый звоночек пришел. Поэтому, мои хорошие, получили, прочитали, отложили, забыли, пока информация полностью не раскроется. А потом уже будете думать, что с этим делать. Носиться с этой бумажкой там, по всем людям, спрашивать, как, что. Вы просто потеряете время. Там информация не полная, там просто какой-то маленький кусочек того, что вы должны знать, либо из того, что вы ждете. Так, еще очень важно, вот почему-то еда идет. Еда, и прям с едой идет предупреждение по поводу качества этой еды, скорее всего. Да, смотрите, что кушаете. Смотрите даты выпуска и не кушайте то, что вам нельзя. Ну, каждый человек знает, да, если есть какие-то там гастриты, колиты, несварение, колик, вы должны знать, да, какой диеты вам нужно придерживаться. У вас какой-то есть соблазн вот чего-то покушать вредного, либо по неосторожности вы можете съесть то, что кушать не стоит. Вот здесь нужно быть аккуратным. Берегитесь сами и берегите своих детей. Вот это очень важно. Так, лошадка у вас вышла в левой стороне. Лошадка говорит, что работа будет. Лошадка у вас, смотрите, горцующая. Значит, работа будет хорошая. Для кого это важно? Кто сейчас переживает? То есть вы ищете работу, либо вы переживаете, что что-то случится, да, вы потеряете работу. Либо вы частный предприниматель, вы думаете, будут ли у меня клиенты, будет ли у меня работа продолжаться. По лошадке, которая горцует, 100%, да, все будет замечательно. То есть переживать в этом плане не стоит. Мои милые, здесь песочек, вот главный посыл говорит, вы совсем справиться можете. Вот что бы ни происходило, либо что уже не произошло в вашей жизни, вы совсем можете справиться. Что вам по жизни мешает, так это ваши эмоции. Эмоции, которые вы контролировать, к сожалению, до конца не можете. Поработайте над этим, и тогда, мои милые, ой, какие перспективы вам откроются, и жизнь ваша станет и намного легче, и веселее. Мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.